и женского футбольного клуба «Добрыня». Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры, и желаем удачи команде. Помните, что в футболе много решается. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный судья Сиян Никита, помощники судей Данченко Анастасия, Климович Евгений, резервный судья Сулейманов Александр, инспектор матча Жук Сергей. Женский футбольный клуб «Добрыня». Номер 12 Маховская Татьяна. Номер 11 Лускевич Екатерина. Номер 13 Ласточкина Наталья. Номер 14 Горбунова Зоя. Номер 15 Патроса Ирина. Номер 20 Толкович Диана. Номер 21 Гавриления Татьяна. Номер 23 Гавриления Ольга. Номер 27 Литвинюк Екатерина. Номер 31 Анискакова Ольга. Номер 77 Учинская Екатерина, капитан команды. Запасные игроки. Номер 99 Полей Ксения. Номер 2 Бондарева Валерия. Номер 5 Спас Оксана. Номер 8 Казак Екатерина. Номер 25 Замозова Любовь. Главный тренер команды Посадкин Николай. Женский футбольный клуб АБФ «Голубь». Номер 1 Залетова Анна. Номер 2 Концевич Анастасия. Номер 4 Якусик Евгений. Номер 6 Домина Яна. Номер 7 Никчукович Татьяна. Номер 9 Кунцевич Валерий. Номер 13 Безрезова Анастасия. Номер 15 Маркова Дарья. Номер 17 Сидорчук Анастасия. Номер 20 Банай Кристина, капитан команды. Номер 1 Гаврилова Ксения. Запасные игроки. Номер 3 Лобашева Анастасия. Номер 8 Острейка Полина. Номер 11 Иванова Виктория. Номер 14 Игруша Анастасия. Номер 16 Чинкина Мария. Номер 18 Илькевич Дарья. Номер 23 Хорошевич Анастасия. Главный тренер команды Шиндик Владимир.
Рады приветствовать на сегодняшнем матче всех любителей футбола, игроков и судей. Просим вас встать для исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Добрый день всем любителям футбола. Стадион «Динамо Юни», который находится в городе Минске, рад вас приветствовать. И сегодня будем смотреть футбол. Сегодня женский чемпионат, третий тур, где команда АБФФ Women U19 примет футбольный клуб «Бобруйчанка» из города Бобруйск. Для вас эту встречу работает комментатор Алексей Кунаш. Ну и давайте, дабы не терять времени, сразу обратимся к стартовым составам команд. Команда АБФФ Women U19 представлена следующими игроками. Голкипер первый номер Анна Залетова. Ну и в поле будут располагаться Анастасия Кунцевич номер второй. Четвертый номер Евгений Якусик. Шестой Яна Домин. Седьмой номер Татьяна Нестюкович. Девятый Валерия Кунцевич. 13-я Анастасия Евзрезова. 15-я Дарья Маркова. 17-я Анастасия Сидорчук. 20-я Кристина Бонарь, она же капитан команды. И 21-й номер на спине у Ксении Гавриловой. Главный тренер Владимир Шиндиков. Гости футбольного клуба «Бобруйчанка» сегодня имеют в составе следующих игроков. 12-й номер Татьяна Маховская, голкипер. И полевые игроки: 11-й номер Екатерина Яцкевич. 13-я Наталья Ласточкина. 14-я Зоя Горбунова, 15-я Ирина Катроша, 20-я Диана Колтович, 21-я Татьяна Гавриленя, 23-я Ольга Гавриленя, 27-я Екатерина Литвинюк, 31-я Ольга Анисковцева и 77-й номер Екатерина Кучинская. Главный тренер Николай Касаткин. Ну вот пока я объявлял составы, встреча уже началась. Не стоит забывать о судейской бригаде. Главный судья этого матча Никита Шиян. Его помощники Анастасия Данченко, Евгений Климович. Резервный судья Александр Клеменов. Вот смотрим, уже опасный момент может быть. Но нет, вроде обошлось. И угловой у нас уже будет на первой же минуте. И инспектор сегодняшнего матча Сергей Жук. Ну вот все уже, так сказать, формальности соблюдены. Нас ничего не отвлекает от игры. И можно наслаждаться игрой. Да, видим, что команда АБФФ до 19 лет очень активно начала этот матч. И на первой же минуте уже заработал стандартное положение. Подача. И мяч уходит выше ворот. И еще один угловой будет. К сожалению, не очень хорошо виден номер подающего игрока, кто исполняет стандарт. Но я обязательно исправлюсь и буду в следующий раз называть по фамилии, кто же подает угловой. Да, ну видим подачи, и игроки Бобруйчанки спокойно мяч выносят, но подбор за игроками АБФФ, подачи. И разве не было положения игры? Нет, все же было. Видим, что Анастасия Данченко с опозданием, но все же поднимает боковой флажок. И было положение вне игры. Хотя, конечно, было бы очень опасно. Скорее всего, счет был бы уже открыт, если бы не было положения игры. Но
Это если бы сослагательное наклонение в футболе не приветствуется. И уже Бобруйчанка будет пытаться чем-то таким же ответить. Вот сейчас у нас мяч получает уже вингер. 21 номер — это Татьяна Гавриленя. Пасует на свою партнершу. Та забрасывает вперед на Ольгу Анисковцеву. Та не цепляется. И БФФ отбивается. И сразу же контратаку может провести опасную. 13 номер с мячом Анастасия Евзрезова. Удар. И будет угловой. Да, по первым минутам уже можно сказать, что очень интересная игра у нас будет. Потому что команда не намерена играть в обороне. Следует подача, борьба, удар как бы состоялся, но не очень так опасно. Да и спокойно Татьяна Маховская, одна из старожилов Бобруйчанки, мяч забирает и выносит в поле. Игра продолжается. Подбор за игроками БФФ. Нестюкович с мячом отбирает у нее мяч. Игрок Бобруйчанки идет вперед неплохо, отдает на Татьяну Гавриленю. Татьяна с мячом смещается. Хороший пас на Анисковцеву. Та уже подключает очередную партнершу к игре. Подача неплохо. И это может быть очень опасно. Удар. Залетовый мяч отбивает. И что, будет ли добивание? Анисковцева? Нет, все же не получается. Но Бобруйчанка тоже серьезно ответила. И еще вот атака может продолжиться, если сейчас игрок Бобруйчанки отберет мяч. Но очень такая плотная борьба на газоне оказывается. По-моему, 21 номер Татьяна Гавриленя, но встреча продолжается. Ну и будет аут. Знаете, когда это была атака, очень эмоционально вели себя резервные игроки Бобруйчанки. Очень они хотели, чтобы мяч залетел все же в сетку, но пока этого не случилось. Здесь очень хорошо действует 4 номер Евгений Якусик, команда БФФ. Это нарушение правил однозначно. Нечего здесь спорить игроку Бобруйчанки. Это был 15 номер Ирина Катроша. Но нарушение было, все по-честному. И Никита Шиян дал свисток по праву. Штрафной удар. Ну, скорее всего, будет подача, конечно. Вряд ли с такой точки. Хотя можно, конечно, мяч как-то закрутить. Уверен, что девочки умеют это делать. Но я думаю, будет подача. Пробегает Якусик, подает Кунцевич Валерия. Удар выше ворот. Знаете, очень спокойно Татьяна Маховская, голкипер Бобруйчанки, так мяч провожала взглядом. Была уверена, что мяч уйдет выше ворот, наверное. Хотя вот с моей позиции казалось, что очень опасно, и почему вратарь так спокойно это реагирует. Так, встреча продолжается. Бобруйчанка по правому флангу пытается что-то создать. Но вот левый фланг, где Татьяна Гавриленя располагается, вот здесь смещается в центр. Здорово мяч перехватывает под мои же эти слова Татьяна. Подавать, наверное, будет. И там угловой будет от Дарьи Марковой, 15 номера команды БФФ. Мяч вышел за боковую. Ну что ж, друзья, уже 5 минут и 30 секунд у нас сыграно. Игра очень даже интересная. Ну, главное, чтобы так было дальше. Но по первым минутам уже можно сказать, что эта игра будет очень интересная. Как вот в этом туре разгромные счета в основном у нас были. Ну, об этом чуть попозже остановимся. Но сегодня точно разгром, мне кажется, никого не будет. Две команды, в принципе, равные и очень серьезно намерены взять первые очки в этом чемпионате. Угловой, подача низом. Там мяч заметался в штрафной, но вроде команде БФФ удается как-то встречу привести ближе к центру. Вот сейчас хорошая атака, наверное, будет у команды БФФ, но в скорости проигрывает Евгений Якусик, очень активно Евгения, но Ирина Катроша, та футболистка, которая нарушила правила, был это опасный штрафной. Вот сейчас исправилась и доработала на 100%. Ну и Кристина Бонарь, капитан команды БФФ Women U19, будет вводить мяч из аута, вводит, ошибается, и Катроша мяч перехватывает. Ну и никто не прессингует, нас спокойно здесь с мячом разбирается, отдает на Татьяну Гавриленю. Та ошибается, Бонарь у нас с мячом. Ну, Кристина очень неплохо действовала в матче против Динамо БГУФК. На самом деле было видно, она выделялась, действительно настоящий капитан команды.
Ну и аут от футболисток Бобруйчанки. Ирина Катроша. Вот больше левый фланг Бобруйчанки как-то обороняется, да, потому что правый фланг АБФФ атакует больше. Единственная атака Бобруйчанки начиналась именно по правому флангу. Кристина Бонарь набирает неплохой разгон, но все же она остановилась, да, перед аутом. Неплохо так вела на свою партнершу мяч в игру, но еще один аут же будет. Неплохо так Кристина ввела мяч в игру, в штрафную забросила, но там не совсем точно, и Бобруйчанка мяч перехватила. Продолжается у нас встреча, и команда АБФФ владеет мячом. Да и пока владеет преимуществом, хотя еще сыграно очень мало, еще даже 10 минут не прошло. И, в общем, футбол такая игра, что надо играть 90 минут. Так что у Бобруйчанки все еще может быть хорошо, тем более команда намерена контратаковать и не отсиживаться в обороне. Да и не уверен, что этих юных девчонок из команды АБФФ хватит на все 90 минут вот так вот атаковать. Все-таки еще возраст совсем юный. Вот снова по правому флангу атакует у нас команда АБФФ. Вот здесь борьба такая в центре поля. Кусик с мячом, в принципе, разобралась. Отдала на Кристину Бонарь. Кристина проходит дальше, но ошибается. Теперь надо возвращаться к Кристине. А здесь у нас Татьяна Гавриленя очень активно. Она у Бобруйчанки пасует на Екатерину Литвинюк, 27 номер. Та ошибается. Хотела она подключить свою партнершу к игре. Там 23 номер Ольга Гавриленя, но не получилось. Ну вот Бобруйчанка у нас по-прежнему в атаке. Аут. Аут в пользу Бобруйчанки, да, все верно. Так, смотрим дальше, что у нас, может быть, получится в этой атаке, но нет. Наверное, нет. И что, от ворот Анна Залетова будет выбивать мяч. Анна, скажу честно, очень симпатизирую этому голкиперу. Очень понравилось, как она защищала ворота в матче с Динамо БГУФК. Понятно, что это парадоксально, да, мои слова сейчас, потому что она пропустила 16 мячей, да, вы не ослышались, но мне понравилось, как она действовала, и пенальти отразила, на мой взгляд, от лучшей футболистки вообще Беларуси Анастасии Лидник. И пару раз так выручила здорово команду АБФФ. И такой возраст, 16 лет, самый футбольный. Даже по разминке было видно, что Аня, ну это будущее белорусского футбола однозначно. Очень хорошо она разминалась. И уверен, что это будущий голкипер национальной сборной Беларуси. У нас Анна Залетова, номер 1. Присмотрите повнимательнее, я думаю, еще она себя проявит и в этой встрече. Вот сейчас как раз мяч к Анне прилетает от своей партнерши, она на нее отпасовала. Видим, что Анна еще неплохо и с мячом так разбирается, да, финт такой продемонстрировала, хотя там не было соперницы. Отдала потом на свою партнершу мяч, и здесь в центре борьба. Бобруйчанка мячом завладевает. Но очень хорошо Бонарь головой сыграла и выбила этот мяч. Бобруйчанка идет вперед. Так, смотрим, может и пробить можно отсюда. Так, продолжается у нас атака Бобруйчанки, но очень хорошо АБФФ обороняется. Вот, посмотрите, все практически так за линией мяча оказались. И действительно, вот ничего у Бобруйчанки в этой атаке не получилось извлечь, потому что очень хорошо действовали в обороне. И видим, что Владимир Шиндиков, главный тренер команды АБФФ Women U19, поблагодарил сейчас своих девчонок, подошел ближе к полю, вышел за пределы технической зоны и сказал: молодцы, играем так же, как играли. И вот теперь уже атака Бобруйчанки продолжается. Анисковцева пасует на 14 номера своей команды Зоя Горбунова, которая начинала прошлый матч с лавки запасных. Сегодня новостной подача. Было бы опасно, если бы мяч дошел до Ольги Анисковцевой, 31 номера, но не получилось. И теперь уже АБФФ попробует свою атаку, провести. Так, Яна Домин у нас с мячом. Яна неплохо смотрелась также в матче против Динамо. Ну, понятно, что относительно неплохо. Очень сложно сравнивать эти двое клуба. Это невозможно просто. С Динамо, мне кажется, поконкурировать может только Зорко БДУ, возможно, футбольный клуб Неман, да и все. Остальные пока команды гораздо слабее. Поэтому надо развивать женский футбол, чтобы больше у нас было боеспособных команд.
а не только там «Динамо». Да, ФК Минск еще может посоперничать с «Динамо». Ну, посмотрим на дистанции, как что будет. Вот здесь будет бить явно 21 номер. Это Татьяна Гавриленя. Татьяна пробила, но было неудобно. Там были в окружении двое соперниц. И сильно мимо, очень мимо так пробила Татьяна. А БФФ владеет мячом. Евгения Якусик, по-моему, была с мячом. Очень красивая форма и у той, и у другой команды. Но вот у команды АБФФ, знаете, когда находишься совсем не рядом с полем, а чуть подальше, то номера так расплываются. Бывает, особенно на дальнем фланге. Но я стараюсь, чтобы все было хорошо. И если там где-то ошибся, то прошу понять и простить. Потому что действительно не совсем хорошо видны номера у команды АБФФ, особенно на дальнем фланге. Так, ну вот сейчас команда АБФФ пытается выйти из обороны в атаку. Ошибается, как же так, в обороне игрок. Но атаки не получится, потому что Бобручанка тоже ошиблась в передаче. Но здесь все нормально. И Анастасия Евзрезова должна спокойно с мячом быть. Но главное здесь не ошибаться, да, потому что там игроки Бобручанки, они спокойно мяч отобрали. Екатерина Литвинюк, тоже уже опытная футболистка, много чего повидала на своем веку. И нарушение правил со стороны Евгении Якусик. И, конечно, мяч переходит гостям сегодняшней встречи, команды из Могилевской области. Подача от Натальи Ласточкиной, центрального защитника, настоящей легенды бобруйского футбола. Легенда Бобручанки сейчас последовала. Ну и здесь спокойно Анна Залетова берет мяч в руки. Хорошо Залетова вела мяч в игру до центра поля. Пускай и не точно здесь было все же, но так далеко она ввела мяч в игру. Смотрим дальше, у нас матч продолжается. И здесь Бобруйчанка мячом завладевает. Ирина Катроша отдает на Ласточкину. Так, та дальше подключает Зою Горбунову. Татьяна Гавриленя уже у нас с мячом. Да, слышно, что подсказывает здесь и голкипер Бобручанки своим игрокам, как правильно действовать. Говорит, переведи. Ну вот, смотрим, продолжается у нас атака. Екатерина Литвинюк немножко замешкала с мячом, но все же мяч у Бобручанки остается. Яцкевич. Прошу прощения. Так, продолжается у нас встреча. Бобручанка пытается атаковать. Наталья Ласточкина, вижу, 13 номер в центре поля. Центральный защитник тоже уже очень много где поиграла Наталья и хотела с футболом уже завершать после окончания прошлого сезона, но решила все же этот сезон точно отбегать. Но главное, чтобы здоровье позволяло. И уверен, что мы Наталью будем видеть еще, может, даже не один сезон на футбольном поле. Ну и продолжается здесь у нас встреча. Бобруйчанка пытается очередную атаку провести. Неплохая подача. Но спокойно вроде здесь игроки АБФФ действуют. И уже контратака со стороны команды АБФФ может быть, но теряет мяч юная футболистка. И Татьяна Гаврилея мяч перехватила. Та пошла дальше. И также у нее мяч забрали. Здесь уже Нестюкович Татьяна здорово обводит 11 номера Екатерину Луцкевич. Так, Бобруйчанка. Очень много здесь уже ошибок у нас пошло. И здесь можно бить спокойно 17-му номеру команды АБФФ. Анастасия Сидорчук это была. Она наносит удар. Ну и спокойно Татьяна Маховская, опытнейшая Татьяна Маховская мяч забирает. Вообще у Бобруйчанки, немножко остановлюсь больше на ней сейчас. Эти пару мгновений.
такой очень интересная команда в этом сезоне. Такой настоящий сплав молодости и опыта. У них половина состава люди по 18-19 лет, которые только выпустились из академий футбольных, да, а вторая половина, которая уже очень много лет в белорусском футболе. Там игроки за 30 лет, очень много игроков, которые выступали и в Кубке УЕФА, когда там Бобручанка была, и уже очень много чего видели на своем футбольном пути. Очень интересно будет понаблюдать за Бобручанкой на дистанции по сезону, как у такой интересной команды Николая Касаткина получится действовать в этом сезоне. Ну и за командой АБФФ также будет интересно понаблюдать. Чуть немножко попозже остановлюсь и на этой команде. И вам очень много чего интересного расскажу. Ну а пока будем смотреть угловой. Бобруйчанка будет его исполнять. Подача сидит, подача хорошая. Здесь подбор за игроками Бобруйчанки. Удар от Зои Горбуновой. Зоя, конечно, сегодня должна себя хорошо проявить, потому что прошлую игру против ФК Минска она начинала на скамейке запасных. Вышла вместо, если не ошибаюсь, Екатерины Казак. Во втором тайме вышла очень неплохо и видим, что заслужила место в стартовом составе на сегодняшний матч от Николая Касаткина. Залетовый мяч выносит. Ну, здесь Бонарь. Кристина с мячом. Уходит от одной защитницы, но ошибается дальше. Бобручанка мяч перехватывает, а Нисковцева удар наносит. Так, смотрим. Здесь немножко завозилась у нас Евгения Якусик, 4-й номер команды АБФФ. Мяч у нее забрали. Ласточкина. Нет, даже это Ирина Катроша. Ласточкина немножко дальше располагается. Бобруйчанка уже, кажется, завладевает территорией. А Нисковцева удар наносит. Очень даже опасный момент от 31-го номера Бобруйчанки. Неплохой удар. Но Анна Залетова спокойно мяч также взглядом проводила. Анна мяч выносит. Но здесь было нарушение правил со стороны гостей сегодняшней встречи. Да, вот Шиндиков очень активен сегодня, подсказывает своим девчонкам, как правильно действовать. Николай Федорович Касаткин пока спокоен, не стоит, он сидит и смотрит за футболом. Так, АБФФ пытается атаковать. Нет, хотел сказать, не получается, но все же может что-то получиться, потому что ошибаются игроки Бобруйчанки, завладев мячом. Кристина Бонарь попыталась так напугать соперницу, мол, буду сейчас обводить, но все же решила этого не делать и дала мяч на своего игрока. Продолжается у нас здесь встреча, борьба и контратака со стороны Бобруйчанки. Очень здорово, 21 номер действует. Татьяна Гавриленя проходит по флангу. Там уже центральный защитник прибежал, Дарья Маркова. И мяч все же забрала, но там было очень жестко. И пока Татьяна Гавриленя на газоне находится, надеюсь, что с ней все будет хорошо. Но и Никита Шаян просто у нас этого не видит, потому что там игрок находится на краю поля. Вот сейчас он увидел, побежал к Татьяне. Но все вроде бы хорошо. С Татьяной она встала, поднялась. И будем надеяться продолжить эту встречу. Потому что она очень активна. Мне кажется, даже, возможно, лучший игрок этого матча в данный момент. Ну что ж, друзья, уже 21 минута у нас прошла, 22-я только-только начинается, уже 20 секунд прошло, и встреча очень интересная, очень много борьбы, и это здорово на самом деле. Ждал я этого матча, не потому что буду комментировать, а ждал вот этой самой борьбы, потому что уже надоели эти разгромные счета, а здесь видим настоящую такую борьбу, по крайней мере эти 20 с лишним минут. Посмотрим, как дальше встреча будет идти, в каком ключе. Но уже эти 20 минут очень хорошо проводят обе команды. Нарушение правил со стороны
Евгений Якусик. Свалила она на Диане Колтович. Вот Диану практически как-то не упоминал. Вот заставляет на себе напомнить, правда, не лучшим образом. Но на ней нарушили правила. Конечно, лучше бы она заставила себя напомнить, если бы забила мяч в ворот команды АБФФ. Но, возможно, это и произойдет, только немножко попозже. А пока у нас к Анне Залетовой мяч прилетает. Анна неплохо вела мяч в игру на Анастасию Федорчук, но то не получилось обработать мяч. В итоге потеря. Бобруйчанка в атаке. И подача следует. Хорошо Кристина играет, да. Вот хорош Крис, это так сказал Владимир Шиндиков. Контратака команды АБФФ. Это может быть очень опасно. Уже в штрафной игрок команды АБФФ. Ну и до удара дойдет дело или нет. Это у нас Анастасия Евзрезова. И нет, все же до удара дело не дошло. Аут в пользу команды АБФФ, но Бобруйчанка отбилась очень спокойно. Да, вот тоже слышу сейчас от Шиндикова речь. Говорит: Настя, зачем так делать? Но явно не так он хотел, чтобы сыграла Анастасия Сидорчук в том эпизоде. Но посмотрим, как Анастасия дальше будет продолжать эту встречу. Здесь спокойно Маховская мяч в руки забирает. Выбивает мяч она здесь в район Татьяны Гаврилени. Та борется с Кристиной Бонарь. Очень интересное сражение у нас сегодня. Татьяна Гаврилени против Кристины Бонарь. Очень интересные футболистки. Кристина хороший защитник, а Татьяна Гаврилени очень хороший атакующий игрок, вингер. И Татьяна проблем Кристине уже доставила. Но и Кристина также доставила проблем Татьяне. Так что очень интересно за этой дуэлью также понаблюдать. А пока у нас команда АБФФ с мячом, и Анастасия Кунцевич едва не ошибается здесь. Благо обошлось для нее. Мяч уже в центре поля. Да, Бобруйчанка уже так поактивнее стала действовать. На опыте берут, многие скажут. Ну, возможно, так и есть. Удар. Ну и спокойно Анна Залетова мяч в руки берет. Ну как же так? На ровном месте ошибается здесь игрок команды АБФФ. Анастасия Кунцевич это была. Но быстрой атаки у Бобруйчанки не получится. Будет атака позиционная. Смотрим, как она будет развиваться. Неплохо там убирает соперницу. Игрок Бобруйчанки простреливала, но не совсем у него все получилось. И мяч переходит уже к сегодняшним хозяйкам. Правильнее именно так будет сказать. И вот хорошая контратака команды АБФФ. Очень хорошо сейчас они вышли из обороны в атаку. Но здесь сносит Евгению Якусик. Игрок Бобруйчанки. Абсолютно по правилам было сыграно. И мяч будет у команды АБФФ, но практически от своих ворот. Ну, может, я уже здесь загнул от своих ворот. Ну, вот, может, и не совсем загнул, потому что Кристина Бонарь вводит мяч на Анастасию Кунцевич, та еще подключает защитника Дарью Маркову. И действительно от своих ворот контратака АБФФ начинается. Так, смотрим дальше. И здесь у нас Бонарь против Гаврилени. И Татьяна очень хорошо для нее сейчас мяч отскочил. И Татьяна бежит в атаку. Не, знаете, даже не Татьяна Гаврилени, это Екатерина Литвинюк. Вот здесь оказалось, они поменялись позициями сейчас. Луцкевич. Так, а здесь уже очень здорово действует игрок команды АБФФ. Но, смотрите, идет дальше. Татьяна Нестюкович. Но не точный пас. И Татьяна Маховская кричала очень громко, что она сыграет по этому мячу. И уже Бобруйчанка пытается идти вперед. «27-я минута встречи». Ну как вам, друзья, нравится игра? Уверен, что большинство скажут «да», потому что действительно очень хорошая борьба. И интрига у нас, надеюсь, по крайней мере, но будет до самой концовки встречи.
Дарья Маркова здесь ошибается. Екатерина Кучинская там мяч не берет. Будет аут в пользу бобруйчанки. И Кучинская будет возобновлять у нас эту встречу. Нарушение правил со стороны команды АБФФ. Ну, все нормально, там без желтой карточки. Да и нарушение, конечно, такое. Не на желтую карточку, это однозначно было. Ну и стандартное положение в пользу гостей. До ворот очень далеко. Знаете, в российской премьер-лиге Владимир Рыков, центральный защитник московского «Динамо», с такой точки умудрялся забивать. Причем в московском дерби Александру Максименко. Очень хорошо помню этот гол. Кто не знает, обязательно найдите. Напишите гол Рыкова, ворота Спартака, и вам сразу же будет видео, потому что тот гол, ну, действительно, Владимир Рыков пушку страшную, как очень знаменитый комментатор говорил в свое время, расчехлил и забил Александру Максименко. Ну, конечно, московское дерби — это здорово, но у нас продолжается матч АБФ Бобруйчанка, и смотрим, наблюдаем за ним дальше. Так, уже в штрафной Бобруйчанка. Все нормально здесь. Игроки АБФФ разобрались. И пытались они начать свою атаку. Не получается. Катроша отдает на Ласточкину. Наталья подключает к игре Кучинскую. Ну и аут будет. Аут в пользу футболисток в желтой форме, в пользу Бобруйчанки. Вот сейчас у нас уже Литвинюк с мячом была. Так, смотрим дальше. У нас БФФ с мячом. Здесь Евгения Якусик немножко так завозилась, хотела обвести соперницу. В итоге на ней нарушили правила. Да, не самый сложный матч для главного судьи этого матча Никиты Шияна. Пока ни одной желтой карточки. Девушки очень любезны друг с другом. Бывает иногда там стыки происходят. Это нормально, это футбол. Но очень так дружелюбно, скажем, себя ведут. И пока Никите Шияну такой серьезной работы не было. Возобновляется у нас встреча. Бобруйчанка идет вперед, но не пускает там защитник команды АБФФ. Анастасия Сидорчук там оказалась. Да, вот Бобруйчанка уже намного сейчас активнее, конечно, играет. АБФФ пытается больше играть на контратаках. Мяч штрафной. Там борется Анисковцева. Мяч забирает. Что у нас здесь? Здесь у нас уже с мячом Ирина Катроша встречается. На Ласточкину. Не получается конечно же, не контратака, просто атака позиционная. Бобруйчанки. Вот здесь уже Бобруйчанка очень активна. Анисковцева мяч пропускала. Подбор за АБФФ, но ошибаются девушки. Бобруйчанка продолжает атаковать. Татьяна Гаврилени, Ирина Катроша. Подача. Ну, там спокойно. Казалось бы, мяч выносит игрок АБФФ, но неточный вынос. Ну, вот здесь АБФФ может серьезно так в атаку пойти. На хорошей скорости идет вперед игрок. Но там уже очень неплохо действовала Ирина Катроша. И просто в аут. Мяч выбивает. А у команды АБФФ атаковала у нас Яна Домин. Яна Домин немножко сместилась уже ближе к центру. Начала она игрок как фланговый. Но вот, видим, сместилась уже в центр поля. Так, мяч уже к Анастасии Кунцевич прилетает. Та подключает к игре Анну Залетову. Но Анне главное не ошибаться здесь, потому что за ней ворота.
Так, 27 номер Литвинюк. Катя с мячом. Пас на Татьяну Гавриленю. Гавриленя смещается в центр, неплохо забрасывает туда, ближе к правому флангу. Такой простой, я бы сказал, получился удар от 31 номера бобруйчанки. Ольга Анисковцева его наносила, он спокойно, Анна Залетова была к этому готова. А БФФ пытается атаковать, хорошо, идет на большой скорости, далеко. Здесь игрок мяч отпускает, но хорошо он к нему отскочил дальше. Валерия Кунцевич была у команды АБФФ. Ну и теперь уже ответ от Бобруйска. Хорошо Кристина Бонарь действует против Татьяны Гаврилени. Я уже говорил, что за этими девушками очень интересно наблюдать, потому что очень много борьбы с их стороны. И эта борьба продолжается, будет длиться еще 60 с лишним минут. Так, команда АБФФ атакует. Вот здесь немножко недопонимание со стороны хозяек сегодняшней встречи. И что у нас, аут или угловой? Все же угловой, да, и видим, что центральные защитники и крайне тоже Кристина Бонарь идет туда, в штрафную площадь. В центре поля лишь 21 номер Ксения Гаврилова у команды БФФ остается. Подача следует. И здесь там нет некому замкнуть. Но будет ли удар? Блокируют его, этот выстрел игроки бобруйчанки. И контратака может получиться. Анисковцева забрасывает туда на правый фланг. Ну и здесь неплохо действует Дарья Маркова. Просто в аут, но зато точно не приведет опасный момент. Тем временем 35-я минута уже у нас с вами. Бобруйчанка мячом владеет. Наталья Ласточкина. На опыте здорово убрала соперницу. Подавала неплохо. Так, Литвинюк, удар. Ну и мимо. Но это было неплохо. Можно похвалить сейчас игрока Бобруйчанки. Неплохой удар она сумела все же нанести. Пускай и мимо, но было достаточно опасно. Теперь Кристина Бонарь с мячом пасует, ошибается. Перехват со стороны игроков из Могилевской области. Спокойно Кунцевич, Анастасия, которая отдает мяч на Анну Залетову. Да, вот ошибается, так нельзя играть. И удар сразу следует. И это было очень опасно, друзья. 36-я минута стартовала у нас. И вот во время этой 36-й минуты такой вот удар состоялся. Но все нормально, Анна Залетова сыграла. И угловой будет уже в пользу Бобруйчанки. Давно Бобруйчанка не подавала угловые. Особенно с левого фланга, по-моему, это будет первый угловой. Слева. Справа несколько угловых было. Подача. И игроки АБФФ мяч выносят. Подбор за Бобруйчанкой. Сейчас уже АБФФ очень хорошую атаку может провести. Это точно. Ирина Катрошева очень хорошо дорабатывает. Возвращается и мяч в поле оставляет. Но все же ошиблась. Но как же она здорово выиграла забег у Татьяны Нестюкович. Так, ну здесь у нас борьба в центре. Бонарь с мячом. Пасует на Настю Кунцевич. Та на свою партнершу, на Дарью Маркову. Хорошо пошла Анастасия Кунцевич. Но теперь надо возвращаться. Конечно, здесь партнер страхует. Вот 17 номер Анастасия Сидорчук опускается. Если Анастасия Кунцевич пошла вперед, то за нее в защите будет дорабатывать Анастасия Сидорчук. Очень хорошо сейчас было это заметно. Она опустилась ниже и была готова встречать соперницу в зоне штрафной. А сейчас у нас
Снова БФФ пытается атаковать, но одна бежит футболистка в белой форме. 13 номер Анастасия Евзрезова хорошо убрала одну соперницу, но вторую уже не получилось. И сейчас мяч у Ирины Катроши. Неплохо здесь Литвинюк с мячом. Бонар ее атаковала, не получилось. Кристина не успевает вернуться, и поэтому фланг как раз Татьяна Гавриленя уже атакует. Она в штрафной площади. Здесь убирает на замахе второго номера. Удар. Посмотрите, хороший удар состоялся от игроков Бобруйчанки. Не успела здесь Кристина Бонар вернуться на свою позицию. И Татьяна Гавриленя неплохо удар нанесла. Очень было опасно. Ну, мяч пролетел. Мяч разминулся с воротами. И пока нули у нас на табло по-прежнему. Анна Залетова выбивает мяч. Ошибка, но все нормально. Здесь еще раз с мячом Анна встретится и уже более надежно ведет его мяч в игру. И здесь Кристина Бонарь. Пас. Ошибается 7-й номер Таня Нестюкович. Все нормально. Отобрали мяч у своих соперниц игроки АБФФ. Так, а теперь у нас уже Анисковцев с мячом Ольга. Хорошо отпасовала на 23-го номера Ольгу Гавриленю. Татьяна пока более активна, но, возможно, во втором тайме что-то изменится. Смотрим дальше за этой атакой. И свисток. Свисток от Никиты Шияна. Положение вне игры. Лайнсман — это Евгений Климович, у нас поднял свой флажок, и было положение вне игры. Анастасия Кунцевич выбивает мяч. Хорошо на подборе действуют игроки Бобруйчанки. Екатерина Луцкевич это была. Так, и здесь снова подбор за 11 номером Бобруйчанки. Молодец, Екатерина. Ну, очень хорошо дорабатывает здесь Анастасия Сидорчук и не пускает свою соперницу пройти дальше. Смотрим, Ирина Катроша снова с мячом. Пас на Екатерину Луцкевич. Сейчас уже с мячом Татьяна Гавриленя. Отбрасывает она мяч вот так в сторону. Там было нарушение правил. И мяч переходит к хозяйкам этого стадиона. Ну, конечно, стадион «Динамо» ее не числится больше за «Динамо» БГУФК, но видим, что команда БФФ Women U19 также сегодня дома здесь принимает гостей из Бобруйска. Хороший, конечно, стадион, это без вопросов. Помню еще, когда свое детство здесь выступала Минская «Динамо», основной состав, но немножко чуть попозже об этом. И что у нас, угловой будет? Да. Ну так вот, помню, выступала здесь Минская «Динамо», сезон 11, а команду руководил Сергей Овчинников. Очень запомнил победу 3-2 над Солигорским «Шахтером». Это было уже в концовке сезона, важнейшие очки. Команда Сергея Овчинникова заработала. В концовке встречи 3-2 вырвала победу у горняков. Честно говоря, не помню, кто забил победный мяч, но помню, что было очень круто на том матче. И на стадионе творилось какое-то безумие после третьего мяча Минского «Динамо». Подача. И спокойно здесь Татьяна Маховская мяч забирает. На ней еще нарушали правила, но это не помешало ей. Ну и пока там Татьяна Маховская, нет, все же она будет или нет? Нет, оставляет мяч своей партнерши. Наталья Ласточкина будет вводить мяч в игру, потому что там было небольшое повреждение Татьяны Маховской. С ней все хорошо, но пока может очень больно так сильно бить по мячу Татьяне, поэтому она уступила это право Наталье. А теперь уже Бобруйск в атаке. Смотрим. Ну и что у нас? Залетова. И все же с мячом она встретилась и выбила мяч в аут.
Ну, никуда не торопится игрок Бобруйчанки. Если не ошибаюсь, Екатерина Литвинюк это была. Ввела мяч из аута. Ну и тут у нас ничего не получается. И Залетова от ворот будет возобновлять у нас эту встречу. 43-я минута у нас уже стартовала. Если кто-то сейчас из команд забьет, то будет очень важно, конечно, и для результата, возможно, да, в будущем, но очень важно с точки зрения психологии, потому что очень большое преимущество дает гол в раздевалку. Бонарь вводит мяч из аута. Так, подбор за АБФ. Сидорчук отдала на свою партнершу Яна Домин. Там борется у нас Нисковцева. Посмотрите, как низко опустилась. Ее место в атаке, на острие атаки даже. Но они здесь меняются все с Екатериной Литвинюк. И если что, Литвинюк может заменить и с Гаврилени местами поменяться. Так что хорошо понимают друг друга игроки Бобруйчанки. Но также неплохо понимают друг друга игроки команды АБФ Women U19. Так, смотрим. Бобруйчанка и в атаке. Подача. Удар. И это не гол, друзья. Это мяч попал в сетку с внешней стороны. Счет по-прежнему у нас не открыт. 0-0. И Анна Залетова готовится возобновить эту встречу. Но нельзя, конечно, так действовать в защите молодым девчонкам до 19 лет, потому что могут наказать соперницы. Так, продолжается у нас атака команды из славного города Бобруйск. Подача уже игрок штрафной площади был Бобруйчанки, мяч обрабатывал. Не вижу точно, кто это был. Продолжается у нас атака, может, вторым темпом получится. Не получается. Но все же подбор за игроками в желтой форме. Наталья Ласточкина, центральный защитник, хорошо пошла вперед, отпасовала. На опыте Наталья действует. Чтобы вы понимали, когда Наталья защищала цвета уже Бобруйчанки, многие девушки из команды БФФ еще только делали первые шаги, а может кто-то еще даже не родился. Вот так вот Наталья Ласточкина в футболе уже более 20 лет. Екатерина Литвинюк у нас с мячом. Ну и свисток, ничего не добавляет Никита Шаян к основному времени первого тайма. По нулям, друзья. Очень интересная встреча, интересная борьба. Я хотел борьбы, я ее пока получаю. Надеемся, что так будет до конца встречи. Ну, никуда не уходите. Через минут, думаю, 12-13 вернемся на стадион «Динамо Юни» и будем смотреть за продолжением этой встречи. БФФ, подача. И разве не было положения игры? Нет, все же было. Видимо, пасную. 13-й номер с мячом. Анастасия Евзрезова. Удар. И будет угла. Подача. Неплохо. И это может быть очень опасно. Удар. Залетова мяч отбивает. И что, будет ли добивание? Нисковцева. Нет, все же не действует 4-й номер Евгений Якусик, команда БФФ. Это нарушение правил однозначно. Пробегает Якусик, подает Кунцевич, Валерия. Удар выше ворот. Что повидала на своем веку. И нарушение правил со стороны Евгения Якусика. Можно бить спокойно 17-му номеру команды БФФ Анастасия Сидорчук. Здесь хорошая. Здесь подбор за игроками Бобруйчанки. Удар от территории. А Нисковцева удар наносит. Очень даже... Такой простой, получился удар от флангу. Подавала неплохо. Так, Литвинюк, удар. Ну и мимо, но это было неплохо. Ошибаются, так нельзя играть. И удар сразу следует. Тауди здесь убирает на замахе второго номера. Удар по площади и в атаке подача. Удар. И это не гол.
Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Стадион «Динамо Юни» вновь рад вас приветствовать. И второй тайм матч АБФФ Women U19 и Бобруйчанка начался. Возобновилась у нас уже встреча. Давайте напомню вам стартовые составы. Гости футбольного клуба «Бобруйчанка», голкипер Татьяна Маховская, номер 12, полевые игроки 11 Екатерина Луцкевич, 13 Наталья Ласточкина, 14 Зоя Горбунова. Давайте прервемся, посмотрим, чем завершится эта атака. Ну и ничем опасным она не завершается. Удар от ворот. Я, с вашего позволения, продолжу. 14 Зоя Горбунова я уже сказал. 15 Ирина Катроша. 20 Диана Колтович. 21 Татьяна Гаврилень. 23 ее сестра-близнец Ольга Гавриленя. 27 номер Екатерина Литвинюк. 31 Ольга Анисковцева. Так, смотрим. Здесь у нас Залетова. Главное не ошибаться. Ну, все обошлось. И 77 номер Екатерина Кучинская, она же капитан команды. Главный тренер Николай Федорович Касаткин. Так, здесь могла получиться контратака АБФФ, но лишь могла. Ничего дальше здесь опасного не будет. Ну и состав команды АБФФ, Women U19. Первый номер голкипера Анна Залетова. Второй Анастасия Кунцевич. 4 Евгений Якусик, 6 Яна Домин, 7 Татьяна Нестюкович, 9 Валерия Кунцевич, 13 Анастасия Евзрезова, 15 Дарья Маркова, 17 номер Анастасия Сидорчук, 20 номер Кристина Бонарь, капитан команды, 21 номер на спине у Ксении Гавриловой, главный тренер Владимир Петрович Шиндиков. Главный рефери сегодняшней встречи Никита Шиян, помощники судьи Анастасия Данченко и Евгений Климович, резервный судья Александр Клеменов, инспектор матча Сергей Жук. Ну все, продолжаем смотреть дальше футбол, уже ни на что не отвлекаясь. Бобруйчанка подает угловой. Опасно может быть, до удара дело все же не дошло, но было достаточно опасно. И Шиндиков уже недоволен с действиями своих девчонок. И так вот здесь подсказал, как лучше действовать. Так, здесь мяч в руку попадает, игра остановлена. Так, и команда АБФФ у нас владеет мячом. Перехват. Ну и пока у нас ничего опасного не будет, давайте напомню и запасных игроков. Вскоре они должны обязательно появиться на футбольном поле. Бобруйчанка запас. 99 номер Ксения Фалеина, вратарь. И полевые игроки: 2 номер Валерия Бондарева, 5 Оксана Шпак, 8 Екатерина Казак и 25 Любовь Гомозова. А у команды АБФФ в запасе находится Анастасия Лобашова, 3 номер, 8 номер Полина Острейка, 11 Виктория Иванова, 14 Анастасия Игруша, 16 Мария Чинкина, 18 Дарья Илькевич, 23 номер у Анастасии Хорошевич. Кто-то из этих девчонок обязательно появится во втором тайме.
Ну а пока смотрим за действиями тех, кто на этом футбольном поле находится сейчас. И команда БФФ уже идет в атаку. Евзрезова. Ошибается Анастасия. И мяч переходит к соперницам. Ну, здесь снова уже БФФ мячом завладевает. 15-й номер команды БФФ Дарья Маркова. Центр ДЭФ, но, видим, сместилась она и на край поля в данном эпизоде. Из-за боковой игроки Бобруйчанки будут возобновлять у нас этот матч. Так, Маркова. Смотрим у нас дальше. АБФФ с мячом. И вот хорошая контратака сейчас может получиться у команды до 19 лет. Надо бежать, обязательно надо бежать Анастасии Евзрезовой. Как в той песне «Беги, дорогая, беги». Ну вот и получается выжать из этой атаки угловой. Да, Татьяна Маковская очень активно сейчас указывает своим партнершам, как что делать. Ну, действительно, на опыте. Она, действительно, авторитет очень хороший для всех молодых игроков команды Бобруйчанки. Примечательно, что Татьяна первая появилась на футбольном поле после перерыва. Очень долго она разминалась. И ничего здесь не получилось у команды БФФ выжать с этого углового. Так, отворот, и Бобруйчанка с мячом. Ну, здесь у нас уже игра дошла до ворот команды БФФ. Ну и аут у нас в пользу выездной команды. Нет, в пользу все-таки хозяев. Вот не точно я рассмотрел. Так, и смотрим, что же будет дальше. По-моему, готовится у нас первая замена. Вижу, что резервный судья уже с таблом, и там он насчитывает номера. Ну, посмотрим, у кого это же будет замена. Замена будет команда БФФ. Так, Ласточкина. Пас у нас снова Ласточкина. Хорошо сыграли здесь игроки Бобруйчанки. Так, смотрим. Продолжается у нас встреча. Яна Домин с мячом. Хорошо убирает соперниц. Но все же перехватили у нее мяч. Так, Ласточкина. Может быть, сейчас атака получит команда БФФ. Нет, Маховская должна быть первой на мяче. Так и есть. Но ошибаться здесь можно и пробить поворотом, но далековато. Все же удар будет. Удар, но и мимо ворот. Так, Бобруйчанка у нас начинает свою атаку. Кучинская, капитан, мяч выбивает. И здесь аут снова в пользу гостевой команды, но у нас будет замена. Замена в составе команды ГУ-19. Вместо игравшей под 13 номером... Вместо Анастасии Евзрезовой на поле у нас выходит Полина Острейко. Острейко Полина. Так, продолжается у нас встреча. Бобруйчанка в атаке своей. Смотрим дальше, что же будет. Уже в штрафной 23 номер с мячом у нас Ольга Гавриленя. Здесь 77-й Кучинская, капитан бобруйской команды. И вынуждают ее защитники команды БФФ выбить мяч за пределы поля. И Анна Залетова от ворот
будет выбивать, наверное, все же, думаю, этот мяч. Хорошо сейчас сыграла Нисковцева. И Бобруйчанка у нас в атаке. 21-й Татьяна Гаврилени, конечно же, это она. Вот снова к Татьяне мяч прилетает. Там Кристина Бонари очень хорошо против нее действует. И мяч забирает. И команда АБФФ выйдет в атаку. Да, вот очень хорошая атака. И в центре есть поддержка. Но пока, конечно, сама должна двигать мяч футболистка в белой форме. Ну и удар будет или нет. Ласточкина там уже против нее начинала действовать по позиции. Здесь еще у нас зажигает офсайд лайнсман. Евгений Климович это у нас. И встреча будет немножко приостановлена. Ольга Гавриленя с мячом. Против нее борется, если не ошибаюсь, Анастасия Сидорчук. Так, и неплохо здесь Анастасия отборолась. Да, это была она. И аут в пользу хозяек сегодняшней встречи. Смотрим Сидорчук. Так, на Кристину Банарина сыграл капитан АБФФ у нас с мячом. Так, хорошо здесь действует Татьяна Нестюкович. И сразу же Шиндиков говорит: молодец, Танюша, молодец. Нравится, как действует его подопечная. Так, абсолютно здесь одна оказалась футболистка АБФФ, но двигала она мяч ближе к своим воротам, а не в атаку. И вот здесь хорошо 15-й номер АБФФ. Дарья Маркова, центр ДЭФ, центральный защитник. Неплохо она действовала. Вот снова Дарья у нас с мячом. Неплохо забрасывает, но немножко засильно. Но все равно Шиндиков хвалит Дарью. А вот там, судя по всему, готовится замена и у приезжей команды. Вижу небольшое движение на скамейке запасных. Ну, посмотрим. Возможно, совсем скоро новый игрок в желтой форме появится на газоне стадиона «Динамо Юни». Так, мяч у АБФФ. Главное не ошибаться здесь, потому что обкрадут. Здесь были и Ольга Гаврилени, и Ольга Анисковцева. Но все же мяч у них отобрать там не получилось. А здесь, возможно, получится. Но нарушение было правил. Свисток Никиты Шияна звучит. И мяч у нас переходит к приезжей команде. Нет, прошу прощения. Все же к игрокам БФФ. И встреча у нас продолжается. Так, по правому флангу сейчас атака следует. Бонарь ошибается. И здесь перехват со стороны Бобруйчанки. Снова у нас уже пошли ошибки. 58-я минута у нас стартовала. Уже концентрация, конечно, не такая, как на первых минутах. И уже пошли ошибки, пошел брак. Ну, посмотрим. Все же чувствуется, что скоро будет мяч в сетке. Только в каких воротах, это непонятно. Так, Анисковцева принимает мяч. Хорошо, конечно, она пыталась убрать здесь 8-го номера команды АБФФ. Полина Острейко, которая появилась на газоне совсем недавно. Что здесь у нас? Какое-то недопонимание со стороны судейской бригады было. И вот сейчас у нас встреча продолжается. Смотрим дальше футбол. Так, посмотрите, уже хорошая атака сейчас может получиться у команды Women U19.
Удар, ну, можно, конечно, назвать ударом. Полина Острейка его наносила. Не совсем, конечно, получилось, но неплохо, неплохо. Конечно, все приходит с опытом. Эти девушки еще совсем юные, и, конечно, не на 100% у них получается с мячом действовать, но все, главное, все лучше впереди. Да, вот просто Владимир Шиндиков набирал свою команду на этот сезон буквально по крупицам. И мой коллега Андрей Ильеня, который работал на матче Динамо БГУФК АБФФ, отмечал, что приехали девушки из разных областей Беларуси. Из Жлобина большая бригада приехала, из Бреста, из Лиды, и из Маргони, Барановича, из многих городов. И действительно надо время, чтобы сыграться. Понятно, что с «Динамо» там и другими аксакалами белорусского женского футбола конкурировать сложно, возможно, невозможно даже. Но вот с такими командами, как сборная Гомельской области, Брестская «Динамо», та же Бобручанка, Витебск, с командой Сергея Вехтева также можно играть. Поэтому будет очень любопытно понаблюдать за этой командой. Так, ну вот знаете, честно говоря, думал в перерыве то, что Бобруйчанка будет играть у нас более так активно. Все-таки игроки опытные, но на опыте, думал, молодежь из АБФФ они будут обыгрывать, но пока совсем другая картина. Юные девушки, хватает у них сил, хватает у них страсти и задора, и они пока у нас более активны в этом втором тайме. Ну, пока можно сказать пару слов о приезжей команде еще. Конечно, это очень титулованный клуб, 12-кратный чемпион страны. Последнее чемпионство было в 2012 году. Также многократный обладатель серебряных наград и бронзовых наград. И Кубок Беларуси был в городе Бобруйске неоднократно. И финалисты Кубка. И, конечно, в Кубке УЕФА команда тоже звенела. Ну, давайте немножко попозже посмотрим, чем эта атака может завершиться. Ничем она не завершается, судя по всему. Я продолжу. В сезоне 2004-2005 дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА Бобруйчанка. Тогда, конечно, в этой команде выступала и Марина Лис, известная теперь уже тренер, ранее футболистка, и многие другие игроки, такие как Ольга Новикова, Ирина Козеева. Да и много кто тогда выступал в Бобруйске. И команда дошла до 1/4, где уступила Тронхейм Эйр. Вот так команда называлась, правильно, норвежскому клубу. Уступила 1-6 по сумме 2 встреч. Дома 0-4 на стадионе Бобруйск и 1-2 уже в Норвегии. Тогда, кстати, в Бобруйске на стадионе «Спартак» все билеты были раскуплены. И 5000 зрителей наблюдало за четвертьфиналом женской лиги чемпионов. Кубка УЕФА, точнее. Сейчас о такой посещаемости можно только мечтать. Даже клубам высшей лиги у многих 5000 не собирается на трибунах, на домашних встречах, но многие стадионы не рассчитаны на такое количество зрителей. Ну да ладно, это уже не наши дела, у нас здесь замена. Вместо игравшей под 27 номером Литвинюк Екатерины на поле выходит Гомозова Любовь, номер 25. Вместо 27 номера Екатерины Литвинюк на поле появляется 25 номер Любовь Гомозова. Также в 2015 году главный тренер Николай Касаткин дал большое интервью пресс-болу, где рассказывал, как в 90-е годы команда только начинала свой путь в футболе, как она создавалась. Она еще называлась «Трикотажница». В 1991 году клуб был образован. Как я уже сказал, называлась она «Трикотажница». И тогда они заявились во вторую лигу чемпионата СССР, где сразу заняли 4-е место. И стало понятно, что эта команда очень серьезная будет. Ну а как дальше дела развивались, я уже немножко рассказал. Так что, если будет время, если будет свободная минутка, обязательно не поленитесь, найдите это интервью Николая Касаткина. Тем более, что в открытом доступе на сайте пресс-бола его можно легко найти. Интервью действительно очень интересное, я его прочитал.
Он также рассказывает, как дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА с очень скромным бюджетом. Ну, в общем, очень интересное интервью. Рекомендую обязательно. Будет свободное время. Не поленитесь и почитайте. Ну и стандартное положение у нас Бобручанка будет исполнять. Подача неплохая, мяч в штрафной. Но здесь подбор за гостевой командой снова. Очень хорошо здесь высоко прессингуют игроки АБФФ соперниц. И очень непросто здесь мяч оставить у игроков из Бобруйска. Видим, что это делать не получается. Атака со стороны хозяек сегодняшнего матча могла получиться, но нет. Все же перехват состоялся, и Бобруйчанка у нас снова с мячом. Подача следует, но спокойно. Это семечки для Анны Залетовой. Спокойно она мяч берет в руки. Не торопится она быстро начинать атаку своей команды. Действительно, надо девчонкам немножко и дух перевести. И встать на свои позиции. Что здесь у нас? У нас свисток от главного рефери. Напомню, что Никита Шиян обслуживает эту встречу. Мяч у команды из Бобруйска. Кучинская Екатерина была с мячом, отпасовала на Ласточкину, Наталья снова на Кучинскую. Ну, две легенды бобруйского футбола сейчас были у нас с мячом. Так, перехват здесь состоялся, и уже АБФФ мячом владеет. Главное не ошибаться возле своих ворот, но вроде все нормально. А вот как раз таки, под мои слова, и ошибка. И здесь нет, не самый лучший пас со стороны игрока нападения в желтой форме. И здесь у нас также было нарушение, и будет штрафной удар. Ну и посмотрим, удастся ли серьезный момент выжать из этого стандартного положения игрокам из Бобруйска. Удар явно выше ворот. Не самый опасный удар, и встреча у нас будет продолжена. Ну, а тем временем уже у нас половина второго тайма, можно сказать, прошла, и по-прежнему у нас нули на табло. Но знаете, такие нули намного интереснее, чем разгромные счета в матчах Динамо БГУ-ФК, Зорки БДУ. Раз уж заговорил о разгромных счетах, напомним, как у нас в этом туре встречи завершились. Вчера Минск дома на своем поле одолел команду Сергея Вехтева, футбольный клуб «Витебск» со счетом 16-0. Днепр не на шутку зарубился с Динамо БГУ-ФК, но все же уступил 0-2. Сегодня Зорка БДУ дома обыграла сборную Гомельской области со счетом 13-0. Неман оказался сильнее Брестского Динамо со счетом 15-0. Ну а у нас 0-0. И это намного интереснее, чем вот эти разгромы. Здесь действительно мы видим борьбу от ножа, и атака, может быть, у АБФФ чисто сыграла защитница Бобруйчанки. И у нас здесь ничего опасного уже точно не будет. Возможно, будет сейчас, потому что мяч у игроков АБФФ. Да, очень активны здесь и Шиндиков, и Касаткин уже подсказывают. Так что, ну, действительно, тренеры понимают, что 3 очка очень важны. И
Да, кстати, вот такой вот момент Анисковцева у нас может бить. Все же отдает пас. Анисковцева одна, остается удар. И очень хорошо головой действует центральный защитник. Дарья Маркова, если не ошибаюсь. Продолжается у нас атака. Анисковцева удар. И хорошо справляется Анна Залетова угловой. Но уже опасно, очень опасно со стороны приезжей команды. И еще угловой мы с вами будем смотреть. Возможно, сейчас мяч в сетку и попадет. Но бобруйчанки готовятся замена. Тем временем 8-й номер Екатерина Качан появится на поле. Прошу прощения, казак, конечно же, перепутал я Екатерину с игроком Витебска. Ну и заменит у нас Екатерина игрока под 21 номером против вместо Татьяны Гаврилени. Она появится. Татьяна была очень хороша в первом тайме. Очень много атак, но сейчас действительно уже подсела. Скорости немножко упали. И действительно Татьяне нужно уйти отдыхать. А более свежая Екатерина Казак ее заменит. Замена в составе команды. Ну вот и Бобруйчанка. обещанная Вместо замена. игравшей по 21 номером Гаврилини Татьяны на поле выходит казак Екатерина, номер 8. Так, ну и видим, что Екатерина Казак сразу же мяч берет в руки. Она будет вводить его из аута. Так, прострел. Им будет опасный момент или нет? Под удар. Удар и мимо ворот. Но это было очень опасно. Зоя Горбунова удар наносила. Но мимо. Как говорил Владимир Николаевич Новицкий, моцно, але недокладно. Так, Залетова убивает мяч. Ну, вот здесь, конечно, первая на мяче будет Ласточкина. В чем дело у нас здесь? Прилетел мяч 7-му номеру команды АБФ Татьяне Нестюкович. Больно. Ну, хочется верить, что Татьяна встречу у нас продолжит. Но вот замена будет уже у команды Владимира Шиндикова. На поле у нас появится Анастасия Игруша, нападающая, которая, ну, конечно, не самым лучшим образом действовала в прошлой встрече, но там было объективно тяжело. Там Анастасия, ну, несколько раз, может, с мячом только встретилась за свое время, которое она была на поле, была там заменена. Но вот сегодня у нее действительно шанс показать себя во всей красе, и она выйдет вместо Яны Домин, номер 6. Да, видим, что девушки паузой воспользовались неплохо. Здесь попили водички, перевели дух. Ну и замена в действии. На поле выходит Игруша Анастасия, номер 14. Да, ну Татьяна Нестюкович стоит возле поля. Все с ней хорошо. Сейчас она попросит разрешения у Никиты Шияна возвратиться на поле. И 11 на 11 команда продолжит выяснять отношения. Так, Бобруйчанка пытается начать свою атаку. Вот здесь не успевают возвратиться защитники АБФ. И, ну, очень хорошо действует вот 14-й номер команды АБФ Анастасия Игруша, которая появилась совсем буквально пару мгновений назад на футбольном поле. И здесь мяч отобрал. Ну, тут удар состоялся от Анисковцевой, но мимо. Ну, а тем временем у нас уже 74-я минута сейчас будет начинаться. По-прежнему 0-0. Уже хочется, чтобы и голы мы с вами увидели. Но если так по нулям завершится, я, в принципе, сильно не расстроюсь. То, чего я хотел увидеть от этого матча, я увидел. Не знаю, как вы, а мне футбол очень нравится.
Вот здесь не ошибаться важно Наталье Ласточкиной. Ну, все нормально. Опытная защитница здесь разобралась в ситуации. И вот здесь у нас снова Бобручанка с мячом. Неплохой перевод я ожидал на 77-го номера на Кучинскую, но у нас с мячом встретилась Любовь Гомозова, которая также появилась во втором тайме на этом замечательном газоне замечательного стадиона. Ну, забросим мостик в следующий тур. В следующем туре Бобруйчанка дома сыграет с футбольным клубом «Витебск». Очень интересная встреча также ждет нас, у которого тоже не все пока гладко. Я, разумеется, имею в виду футбольный клуб «Витебск». А команда БФФ Women U19 дома также сыграет, примет Могилевский Днепр. Будет очень непросто. Днепр тоже намерен бороться за медали. В этом сезоне это 100%. Бобруйчанка пытается атаковать. Не самый лучший пас от Ласточкиной. 15-й номер Ирина Катроша начинала встречу как крайний защитник. Сейчас уже действует в центре. Ласточкина неплохо забрасывает на свою партнершу. Бобруйчанка идет вперед. Хорошо действует 21 номер Ксения Гаврилова из команды АБФФ. И Шиндиков также это отмечает. Говорит: молодец, Ксюша, умница. Вообще Владимир Петрович очень хорошо руководит командой. Касаткин также без сомнений также хорошо руководит своими девчонками. Но Шиндиков хорош тем, что он хвалит, критикует даже, своих игроков, показывая, что он в игре. Также хорош он и для комментаторов. Можно спокойно услышать подсказки и передать вам. Так, подача от 77-го номера, от Кучинской. И в штрафной уже игроки Бобруйчанки. Будет ли опасный момент? Вынос. Здесь рука была однозначно у 7-го номера команды АБФФ Татьяны Нестюкович, но все здесь нормально. Рука была в правильном положении, и встреча у нас продолжается. Ну, не знаю, уместно ли напомнить, что есть программа «Судите с нами», где инспектор, глава департамента судейства Владимир Кузьмин с Павлом Быковым обсуждают все самые резонансные эпизоды, но они больше обсуждают эпизоды из высшей лиги, а в женском тоже есть такие вот моменты, от которых бы хотелось услышать более подробный комментарий в том или ином эпизоде. Ну, под мои эти слова удар состоялся, но удар был не самым лучшим, скажем так, и выше ворот мяч пролетел. Здесь уже говорит и Шиндиков, и Анна Залетова своим игрокам. Ну и здесь аут будет в пользу команды АБФФ. Подустали уже девушки, однозначно видно даже по функционалу, да, видно по действиям их на поле, что уже не та, конечно, свежесть. Не знаю, предположу, что исход поединка может решить игрок, который вышел на замену в той или иной команде. АБФФ в атаке. Смотрим дальше. Бить, судя по всему, собирается у нас игрок. Мяч в штрафной. Подбор за Бобруйском. Ну а у нас пытаются включить освещение. За 10 с лишним минут до конца встречи фонари уже начинают так загораться, так что концовку мы будем смотреть при искусственном освещении. Очередная замена со стороны команды Шиндикова. 18 номер Дарья Илькевич появится на поле вместо... Сейчас узнаем вместо кого. Не очень хорошо здесь видно, какой номер горит красным цветом.
вместо 7-го номера, вместо Татьяны команды Нестюкович. U19. Вместо игравшей под 7-м номером Нестюкович Татьяны на поле появляется Илькевич Дарья, номер 18. Ну, у команды АБФФ еще в запасе остаются Анастасия Лобашова, Виктория Иванова, Мария Чинкина, Анастасия Храшевич. Так, могла быть здесь атака, но не получается. Мяч уже у игроков в желтой форме. И они вот здесь ошибаются. Как же Ласточкина? Или нет, прошу прощения, не Ласточкина, Кучинская, капитан команды. Тем более так ошибаться, конечно, в концовке встречи нельзя. Так, а теперь у нас атака со стороны гостей. Смотрим, как она будет развиваться. Не будет она развиваться, потому что защитницы АБФФ явно против этой атаки. И хорошо здесь мяч отобрали, но выбили его, но подбор оказался за Бобруйчанкой. Гомозова здесь была с мячом. И контратака со стороны АБФФ. Не хватает здесь уже скорости игрокам, чтобы поддержать эту атаку. Ну и здесь 21 номер. Ксения Гаврилова с мячом встречается. Пас на Залетову. Залетова ошибается. Анна. Смотрим, Анисковцева здорово убирает. Пробития не дают. Хорошо здесь и Груша действует, но очень сложно, конечно, обойти Ирину Катрошу. Очень хороший матч проводит Ирина. Так, здесь Бобруйчанка с мячом, и под удар может быть. Ну, это не удар. Честно, непонятно, что там хотела сделать футболистка в желтой форме. И мяч к Залетовой прилетел. Анна Залетова снова просит своих партнерш играть более узко. Уже, говорит она. Так, выбивает. И здесь снова АБФФ с мячом. Ну, команда Владимира Шиндикова играет на победу. Также на победу играет и Бобруйчанка, но просто вот последние пару минут явно за футболистками в желтой форме. Хотя Бобруйчанка явно против, и шла она сейчас вперед. Ну и фол здесь у нас был в центре поля. «82-я минута у нас уже по нулям. И если не ошибаюсь, если так встреча закончится, это будет первый матч в этом сезоне, который будет зафиксирован вот с таким счетом. Здесь на газоне оказалось у нас игрок Бобруйчанки. Здесь уже и медики выбегают. Не рассмотрел, я не увидел, кто там на газоне у нас оказался. Ну а для остальных девушек-то еще одна пауза на руку, конечно. И дух перевести, и подсказки услышать от главных тренеров. Это, конечно, очень важно. Особенно перед концовкой. Думаю, что будет у нас финальный штурм, да, так сказать, со стороны двух команд. Хочется в это верить, но посмотрим, как оно будет на самом деле. Оказывается, здесь у нас помощь футболистки в желтой форме. Поднимается она с газона, прихрамывает очень сильно причем. Держится здесь за район поясницы. Ну и прихрамывает к тому же. Идет, конечно, за поле для того, чтобы ей помощь оказали. Но и пока Бобруйчанка будет в меньшинстве. Слышите вы аплодисменты, я думаю, это немногочисленные зрители, которые сегодня пришли на стадион «Динамо Юни» посмотреть
прекрасный футбол. Поддержали здесь игрока. 20-й номер, если не ошибаюсь. Но чуть об этом попозже, потому что у нас может быть опасна ситуация здесь. Так, и удар. Попадает мяч в Ласточкину. Ну и мяч уходит в аут. 20 номер Диана Колтович. Это была футболистка, которая пострадала вот в той ситуации. Все нормально, Диана уже на поле. Хороший перевод на 77 номер, на капитана Бобручанки Кучинская. Екатерина идет дальше. Отдавала неплохо на Анисковцеву. Но не получилось у Ольги хорошо мяч обработать. И Груша с мячом. Так, хороший прессинг высокий использует Бобруйчанка. Но АБФФ выходит из обороны в атаку. Достаточно быстро это все происходит. Но не получается хорошо мячом завладеть. Будет замена очередная у команды АБФФ. Виктория Иванова появится на поле. Вместо кого пока не знаю. Вместо 4-го номера, вместо Евгении Якусик. Но Евгения тоже сегодня была очень активна и уже поднаелась. Поэтому действительно лучше уйти на лавку и дать место уступить более свежей партнерше на поле. Мяч вышел все же за пределы поля. Ну и замена сейчас произойдет. ВЛ-19. Вместо игравшего 4-м номером Якусик Евгений на поле выходит Иванова Виктория, номер 11. Так, смотрим. Анисковцева простреливала неплохо, но там никого не было из своего партнерш. И сейчас может быть хороший ответ от команды АБФФ. Но все же нет, там еще тоже аут. Пока здесь центральные защитники владеют мячом. Пару слов о главном тренере Шиндикове. Владимир Шиндиков раньше возглавлял женский Могилевский Днепр. А до этого на протяжении долгих 9 лет работал в Могилевской Сдюшор номер 7. Сейчас вот он руководит командой АБФФ до 19 лет. Но и руководит он достаточно неплохо. Там 16-0 в матче с Динамо БГУФК в расчет не берем. Вот сегодня с более равным соперником команда вышла. И команда борется очень серьезно. И близки они к первым набранным баллам в этом сезоне. Ну, а там снова на газоне, если не ошибаюсь, снова 20-й номер Диана Колтович. Нет, прошу прощения, не 20-й номер, конечно же. 23-й Ольга Гаврилени. Ольга у нас пострадала здесь. Ну, вот ее подняли. Также сейчас уйдут за пределы поля, окажут первую медицинскую помощь, и она на поле должна возвращаться. Да, я уже говорил то, что с кем команда встретится в следующем туре. Но следующий тур будет не на следующих выходных, а через 2 недели, так как у национальной сборной учебно-тренировочный сбор у команды Юрия Малеева будет. Он уже отобрал всех, кто ему нужен. А 8 и 11 числа будут спарринги против Узбекистана и против Индии. Команда нашей страны будет играть против них. Ну и пожелаем удачи команде Юрия Ивановича Малеева. Удачи и только побед, конечно же, ждем от них. Да, пока у нас ничего интересного, снова могу рассказать кое-что. Ну, на самом деле ничего интересного, просто к сведению, что в прошлом сезоне АБФФ Women U19 заняла 5-е место в турнирной таблице, а Бобручанка была 6-й. Но, конечно,
У АБФФ была совсем другая команда тогда. Знаете, какая история произошла с футбольным клубом Минский. Почти все отправились туда, и здесь эта команда создавалась, как я уже говорил, с нуля. 5-е место для этой команды было бы, наверное, верх желаний. Ну, посмотрим, может, это и удастся девочкам Владимира Шиндикова сделать. А здесь у нас будет штрафной. Бобруйчанка будет исполнять, а Нисковцева у мяча. Наверное, она будет наносить удар. Очень опасно на последних минутах встречи. Удар. Залетова умница, хорошо мяч берет. Удар был очень неплохой. В створ ворот, да, и ближе туда к углу, но спокойно Анна разобралась в этой ситуации. Здесь не ошибаться, но подстраховывает здесь другая защитница. Анастасия Кунцевич так немножко ошиблась, но Дарья Маркова сразу же эту ошибку исправила. Очень интересно, сколько минут будет добавлено. Ставьте ваши ставки. Я думаю, что таки минутки 3 будет добавлено к основному времени второго тайма. Вижу, что уже главный рефери взял свою табличку. Да, действительно, 3 минуты у него горит. 3 минуты будем наблюдать за этим интереснейшим противостоянием. Так, Анастасия Груша была с мячом. Здесь у нее Екатерина Кучинская мяч отобрала. Здесь Гавриленя с мячом была. Прессинговала ее игрок команды АБФФ. Так, ну и 15-й номер Дарья Маркова здесь на Залетову отпасовала. Анна мяч выбила. Игруша мяч подбирает. Нокаут в пользу Бобруйчанки. Да, и мы видим, что Никита Шиян абсолютно правильно здесь свистит и показывает Екатерине Кучинской, что немножко дальше надо отойти, потому что мяч вышел в одной точке, а Екатерина, конечно, хотела ближе к воротам мяч водить. Но все, отошла на положено здесь где-то 3 метра и вела мяч в игру, вела не очень удачно, и теперь уже мяч у игроков в белой форме. 8-й номер у нас Полина Острейка, которая вышла на замену. Ошибается Полина. Аут. И аут в пользу Бобруйчанки. 23-й номер Ольга Гавриленя его вела. Так, ну и Бобруйчанка пытается, возможно, и последнюю атаку придумать в этой встрече. А Нисковцева опасно может быть. Там уже много игроков в окружении ее. Смотрим дальше. Аут, и будет удар от ворот. А возможно, и Анна Залетова разыграет мяч с кем-то из защитниц. Смотрим, Анисковцева здорово здесь забрала мяч у своей соперницы. Оказалась Ольга на газоне, но все нормально, играем дальше. Ничего там не было. Бобруйчанка последние минуты, уже добавленное время пошло. И она, Бобруйчанка, явно намерена увозить 3 очка из Минска. Ну, конечно, юные девушки явно против. Да, и у нас сегодня пока 0-0, и команды не забивали еще в этом сезоне. Я думал, когда шел на эту встречу, задумался, думаю, ну, галы-то точно мы с вами увидим. Потому что, ну, так казалось мне. Очень результативный пока у нас чемпионат получается. Но, как мы видим, 0-0. Девушки пока не забивали ворота своих соперниц, но они зато близки к первым набранным очкам, к первому баллу своему обе команды. Это будет очень неплохо, конечно, хотя обе команды сегодня играли на победу, это можно сказать с чистой совестью.
Потому что так оно и было, но у нас встреча завершена 0-0, но очень интересная 0-0. Много борьбы, много накала. Очень интересный поединок у нас с вами получился. Поздравляем обе команды с первыми набранными очками. Победы они не за горами, в этом можно не сомневаться, потому что команды играющие, все должно быть у них хорошо, а у нас гаснет свет, будем прощаться и мы с вами. Для вас эту встречу откомментировал комментатор БФФ я, Алексей Кунош. Всего доброго, ну и услышимся на футболе. Начало матча вы здесь записывали 0-0 и судья свистнул, или, то есть или вы писали все вместе, когда... Нет, там же отдельный матч идет, ну понятно. Сразу с началом свистка и по нулям и по кругу.